Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в импровизированной студии и рады приветствовать Гульнару Яруллину, координатора Национального конгресса татар. Это татаро-башкирское движение Москвы, штаб татар. Очень рады вас встретить. Да, здравствуйте. Приятно познакомиться с вами тоже лично и уже участвовать в вашем проекте какой-то частичкой. Благодарим, мы тоже очень рады встрече. И в первую очередь, знаете, мы всем гостям задаем самый первый один и тот же вопрос. Вот как вы считаете, что объединяет всех людей внутренне, вне зависимости от вероисповедания, национальности, какой-то классовой принадлежности? Что общее внутреннее есть у нас у всех? Ценности какие-то у всех свои, мне кажется, ценности, и по ценностям люди объединяются. Вот сейчас мы увидим, что из разных уголков мира все больше люди говорят о важности единства в обществе. Ну, как вы считаете, насколько это важно и актуально сейчас? Единство в обществе, конечно же, это актуально и важно. Я сама, как занимаюсь в Москве объединением татар-башкир в Москве, да, у меня национальное больше такое сообщество, организация, и все больше татаро-башкир тянется к нам. Что дает объединение людей на какой-то конструктивной идее ради общей вдохновляющей цели? Для объединений есть, в принципе, очень много факторов разных, да. Каждый человек может быть инициатором любого какого-то мероприятия. Если ты сам хочешь туда сходить, ты можешь позвать туда же друзей и также сам инициировать вот такое мероприятие. Это мы с вами еще говорили о созидании, и вот обсуждая вопрос развития общества, сейчас люди говорят о необходимости смены формата с потребительского на созидательный. И вот как вы видите в истории, традициях, культуре татарского народа, какие есть истоки созидания, которые могут быть ярким примером для всего мира? Создание созидательного сообщества — это в любом случае уважение, уважение близких, родных, своих предков, своих корней. И как бы ценить это, то, что есть, и как бы дальше тоже передавать своему поколению, тоже тем же детям. Каким вы видите созидательное общество? Вот что для вас важно в таком обществе? Для меня самое важное — это, конечно же, уважение друг друга и поддержка. Не надо забывать то, что можно работать и без материального плана, тоже отдавать. И когда ты отдаешь, тебе тоже это приходит. И когда я сама работаю на общественных началах и очень много отдаю там для молодежи, для всех татаро-башкир, иногда просто на самом деле на износ. И я понимаю то, что отдавая им, мне все равно придет. Но не от этого человека, например, от другого человека придет. Все равно это как-то взаимосвязано. Бумеранг эффект всегда никто не отменял, он всегда будет. Присутствует и в жизни, и во всем сообществе. И я тоже это доношу людям, что там даже если вы отдаете, не ждите от этого человека. От этого не придет, от другого придет. И мне тоже там говорили: вот зачем тебе это все надо, ты столько времени тратишь на это все, и тебе это ничего же не дает. Но я объясняю то, что мне есть другие блага, приходят от других. Вот таким образом я считаю, что такое созидание должно быть. У каждого должно быть в голове то, что это должно, придет. И не обязательно сидеть и ждать. Это может прийти просто в какой-то момент, когда ты не будешь этого ждать. Здорово. Спасибо за такие вдохновляющие слова. Я думаю, это очень важное, в общем-то, понимание, которое мы сейчас поделили, что человек, отдавая, он на самом деле, и больше для себя даже приобретает, и как-то это... На самом деле, я думаю, даже это один из ключей к настоящему счастью. Но если посмотрим, так скажем, массовую культуру современности, да, масс-медиа, наверное, вот таких примеров очень мало. И, в принципе, если посмотреть такой мейнстрим, то вот этого момента, что человек что-то отдает другим, что-то делает бескорыстно ради общего блага, наверное, для молодых поколений это уже что-то может быть даже непонятным постепенно становиться, если мы смотрим на мейнстрим все-таки. А что можно все-таки сделать, чтобы ситуацию изменить? Я как решаю такие вопросы? Я примерами личными. Конечно же, это заинтересует людей, каждого. Если мы говорим про информационное пространство, в котором мы живем, соцсети, медиа, все,
как можно, чтобы таких примеров было больше? Потому что сейчас все-таки мы видим, что тренды, они довольно жесткие, они такие не совсем созидательные. Ну, пытаемся делать социальные ролики на то, чтобы люди все-таки были в отдавании тоже. Потому что вот у нас есть тоже активисты, которые сами на своих добровольных началах проводят мероприятия. Раньше у меня такого вообще не было, чтобы там кто-то сам что-то синициировал, типа а-ля что-то сделать. И все такие, ну вы же делаете, вот там мы приходим, ну нам нормально. А сейчас, когда там говоришь, вот вы хотите туда сходить, почему вы другим не предложите, например? Или же почему с другого человека не позовешь с собой, он тебе в помощь? А что, так можно было? Ну, конечно, можно. Ну, как бы ресурсы, они огромные, и просто даже элементарно сказать, чтобы у тебя, ну, вымолвилось словечко, это же может услышать другой человек, которому тоже будет это интересно. Знаете, еще вот очень интересно, вот так общаешься с людьми, берем это интервью, да, на конференциях участвуем, да и просто даже вот соцопросы проводя. Знаете, еще практически не встречал, наверное, да, чтобы кто-то сказал, что там ему чужды, допустим, вот такие ценности созидания, да, что он хочет, чтобы была вот жесть там, не знаю, в соцсетях, в медиа. Не встречал я таких людей, да, то есть абсолютное большинство, ну понятно, что абсолютное большинство — это люди, которые, в общем-то, которые хотят жить спокойно, в дружбе со своими соседями и, в общем-то, созидать. Но почему-то, тем не менее, вот в соцсетях главные тренды, они такие жесткие. Как... Хайповые, ну а как? Все понятно, все хотят жить спокойно, размеренно, чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо, размеренно, ты можешь так и жить в своей семье, да? Так общаясь с родителями, с семьей. А когда что-то касается каких-то таких резонансных новостей, это начинает как-то тебя и внутренне... Ну, это не есть хорошо, но статистика, не то что статистика, а весь мир на это резонирует в любом случае всегда. Будут интересны вот эти такие новости, которые там на первых полосах. Почему делают кричащие заголовки? Потому что они привлекают внимание. Если таких не будет заголовков, ну никак не привлечешь внимание. Вот мы тоже делаем акцент на то, что там у нас ролики собирают там просмотры только из-за, ну, можно сказать, 30% только из-за названия тоже. Мы там какие-нибудь там заковыристые придумываем названия, и там вау, и раз, эффект какой-то сработал. Ну, просто я работаю в маркетинге, за это, наверное, я так, мышление у меня такое. Ну, действительно, так и есть. Но это любой человек может в этом убедиться. Но здесь другой момент интересен, что понятно, что все борются за внимание. Чем жестче как бы эмоция, чем ярче картинка, тем как бы привлекает больше внимания, тем больше собирает просмотров. Но тут, получается, возникает и обратный эффект того, что то, что привлекает много внимания, собирает просмотры, лайки, оно и обретает силу. То есть, в общем-то, и вот эффекты даже, которые окна Овертона там говорят, да, то есть какие-то даже деструктивные вещи могут вноситься в общество. Так и есть, это так каким образом и вносится. Вот я и говорю, они же прям резко, прямо говорят и вносятся. А вот как раз-таки вот все люди, вне зависимости от того, что какого он там состояние, все равно запоминает больше негатив. Вот всегда вы запомните негатив больше, чем какие-то положительные моменты. Да, положительные моменты у вас там прошли, вы такие пережили этот момент, все забыли. А негатив вы будете помнить всегда. Интересно, что получается, что вот эти такие тренды, которые есть в масс-медиа, в пространстве, они начинают сильно влиять на нашу жизнь. Да, и, допустим, это в самых разных, в общем-то, областях может проявляться, то есть и рост насилия, и как бы снижение уровня образованности населения, да, и популяризация каких-то негативных вообще явлений. Но получается же то, что при этом абсолютное большинство все так же им близки ценности созидания и каких-то вот добрых, в общем-то, вещей и реализации добрых как бы намерений, в общем, даже для других людей. Получается, люди все-таки тоже влияют на возможность распространения негативных вещей в обществе. Ведь если мы не будем их смотреть, так скажем, не будем уделять туда внимание,
а будем говорить, что нам нужно другие ценности, нам нужно другое направление развития, получается, это перетечет энергия внимания, так скажем. Чтобы информационное поле вести в сторону создания, это надо делать какие-то интересные ролики, интересные какие-то посыл, интересные названия, интересные, ну, как бы, те же проекты тоже, чтобы они были основаны на созидании городском. Но это, конечно же, надо доводить до того же правительства и выше, и больше, и до меценатов. Меценаты тоже проводят созидательную работу. Им тоже просто это надо ценность донести, и они тоже будут, ну, в это русло как бы отправлять свою энергию и остальное. Говорят, что, так скажем, общественная мысль и в том числе в политической сфере, она очень, на самом деле, активно реагирует на все новые тренды в обществе и следит за ними. Вот, и поэтому, если мы как общество сформируем все-таки этот запрос наш на формат, в общем-то, созидательный, то это неизменно, в общем-то, обретет силу и реализуется. Но вот что может быть ключом к такому объединению людей в этом векторе? Делать акцент на то, что все равно добро победит зло, и на ценности, то это должно сработать. Я за добро, а не за зло какое-то там. Если мы своим примером тоже будем показывать это, то и остальные потянутся и будут также проводить созидательную работу, там, не обязательно как-то широко, а уже хотя бы в своем сообществе. Все начинается с себя. Если ты начнешь с себя, те вокруг себя люди тоже будут смотреть, и как ты будешь проводить это, и уже будут, ну, и подтягиваться те люди, которым интересно вот именно то, что ты делаешь. И что бы вы могли пожелать людям из вашего опыта, то есть насколько, когда люди объединяются, что-то совместно делают, то, что их вдохновляет, то, что действительно конструктивно, позитивно. Никогда не сдаваться, идти вперед, и тем более, если есть цель, нужно их достигать, ну, любыми способами, потому что у вас очень такая добрая цель, созидательная, и, ну, не каждый об этом задумывается, и надо просто до каждого достучаться, чтобы у этого человека тоже это уже возникло.